Так, в целом утренняя атмосфера. Всем доброе утро. Ну, я, честно говоря, до полуночи ехал, парковку искал. Сейчас к Уфе начинаю подъезжать. Тут вроде как это и не снег идет, просто с полей ветер. Больше скорее несет. Уже дворники это, и остановиться негде. Понамерзло все. Ну сейчас вот Сергиевский будет этот постоялый двор, туда, наверное, заеду, дворники почищу. Осталось тут километров 30, может тут где-то стать и неудобно. Дмитрий там уже маэстро, связались, он уже там Урал едет. Ну там вроде нету, говорит, все сухо. Ну там, да, деревья начались, наверное, лес и этот эффект от этого снега с полей отсутствует. Впереди камера на 50. А это я просто сколько до этого поставил навигатор километров узнать. До постоялого, ну или как он там, постоялый Сергиевский, ну кто понял, вот со стороны набережных Челнов. На М5 там, когда выезжать, не доезжая там. А так, не знаю, снег все равно местами и накатывается колесами. Чувствуется это на... А, о, тут еще вот что. Заехал в трал куда-то, да? Только как непонятно. Именно в повороте. О, даже сейчас подбуксовывают. Нормально. Ну, если газу давить. Хотел в разгон. Я все тяжелее и тяжелее становлюсь. Смотрю, уже 20,5 тонн. Ну, всю ночь я ехал. Ну, не всю ночь, я имею в виду. Вот везде такая погода. Переметы, заметы эти. На машину налипло. Ну, в целом, наверное, атмосферу видно, да. А рабочая обстановка. Единственное, что от Димы хорошие новости, что там впереди сухо. Камера на 50. Чуть-чуть получается проехать. А то я так на эту погоду смотрел, думаю, это и Урал как проходить. Там же, как обычно, ну, общий сбор. Если так мести будет. А, камера 50, а я что-то побыстрее, как-то 72, типа. Так, в общем, и мне что-то надо где-то направо свернуть будет скоро. Что-то так себе, да? Погода, ничего не видно, ничего не понятно. А, это просто они стоят на обочине. Шапку одень. А, ладно. Минус 4 на улице. Это специальные тут ямы для стряхивания снега. Дорожники позаботились. Так, это у нас же продолжение рейса в Якутск. О, вон он. С треногой стоят. Какой прямо этот трудолюбивый товарищ. Что-то как-то не знаю. Ну, я просто это подсбавил, чтобы не догонять. Он 3 машины, они там еще друг друга обгоняют. Что-то неохота в массовое мероприятие это догонять. Скоро поворачивать мне просто.
да. Новогоднее настроение. А эта газель, она едет и, наверное, сдувает, ну, чуть бочком аж. Ну, или газончик какой-то. Вообще уже. Ёлки-то. Так, там никого. Объехать его. Ну да, прям подбуксовывается. А, газель, да. Тяжковато, массы нету. Может и сдуть, как говорится. Ну, тут поворотники я, конечно, неизвестно кому показываю. Ну, я свет включил. Ну, а на задней противотуманке тоже. Хорошо, едем. Нет, буксовать сразу начинает. Ну, у меня ленивец вниз опущенный. Она как бы это попроще машине, конечно, в этом дело осуществлять, чтобы это буксануть. Ладно, ну в целом вот такая вот обстановка. Вон КТМ-ки что-то едут, пока не сыпят только ничего. Но так много народу я заметил, конечно. Вот такая погода, как летом, типа 90. Куда-то едут, я так, ну не знаю. Поберегите себя. Ну, какие-то корректировки надо делать все-таки, когда такая погода. Я вот вижу впереди, ну и не стараюсь их это подальше держаться надо. Ладно, я заснял, в общем. Такая обстановка. 16 февраля у нас. Догоняем Дмитрия. Ну, он Урал пройдет и где-то там будет ждать. А мне завтра на сервис. Я поэтому у меня весь день еще впереди. Я эту печку поменяю. Через 1 километр 500 метров съезд. Поверните направо. Которая взяла, как бы это. Я как только записался, она уже тихо работает, ни разу не пищала ничего. Вот моторчик печки. Вот на максимум накрутил. Ничего не визжит, не тарахтит, не знаю теперь что делать. Но надо, наверное, все равно поменять. Ну, было так вот, например, какие-то неровности, и она такая, там что-то. Ну, как уже похоже, что подшипник вот-вот скоро. Ну, крыльчатка, где крутится. Через 500 метров держитесь правой полосы, а затем съезд. Поверните направо. В 75, короче, еду. Ну да, ветерок. Съезд. Поверните направо. С полей у нас. Нам сюда, в эту кучу снега. Вот так вот, да. И не погазуешь прямо сразу. Ну, не знаю, так выглядит асфальт вроде и не скользким. Ну, это, видать, уже его таким тонким слоем прикатали. Ладно, в общем, скоро будет
выезд на М5 и дальше Урал заснимем. Тут что-то опять, да, предисловие длинное чересчур. Еще и спросонья это там. Все, ладно, на связи. Так вот. Ветер встречный называется. Все, подъезжаем к Уфе. 1,7 километра до этого постоялого двора, который Сергиевский этот. Через 1 километр 500 метров поверните направо. А, ну тут как-то получше видимость стала. Солярка подешевела, евро 5 по 49. Сзади, далеко там газелька это едет. Так себе погодка, конечно. Ну, в целом, ехать можно, но неприятно. Через 500 метров держитесь правой полосы, а затем поверните направо. Нам сюда. Тут автомойка, кстати, есть. Хотя смысла, наверное, нету, да, вот этот сугробы эти смывать. Это горячая вода нужна. Поверните направо. Все, кто ездит здесь, наверняка знают это место. Через 100 метров поверните направо, во двор. Ну, тут... А тут особо и никого. Поверните направо, во двор. Да, я во дворе. Не переживай. Еще вот здесь где-нибудь застанем. Хотя это Через 50 не метров для рефов. поверните налево. Не для рефов место. А я стал так посреди дороги, короче. Зачем-то, да? В общем, приехал. Пойду позавтракаю. Да, так-то в целом неплохая погода. Но гулять не хочется, честно говоря, по такой. Скоро М5 будет. Даже уже вижу. Ну да, у меня что-то это... Ну, подбуксовывает, я с этой стоянки вырулил. Даже это опять дворники даже не почистил. В принципе, ими махать бесполезно, оно только размазывает, хуже видно. Какие-то неудачные эти, честно говоря. Вот эти зимние классные были, но теперь их что-то нет уже в продаже. Которые, ну, рабочая часть дворника, она в корпусе закрытом. Как-то заказывал я 2 или 3 комплекта, все закончились, в общем. Тут минус 5 ветер свищет. Со стоянки выехал уже, да, там легкий подъем. А ну тормоза что? А, ну тормозить вообще даже не АБС не сработает. А на разгон как-то не очень. Вот сейчас вот тут в поворот, в подъем. А тут что уже такое случилось? А, это просто стоят на обочине.
конечно, ямы латают. Ну вот буксует, видите. Сильно мощная тачка, короче. Чуть газу, она сразу гребет. Так, в натяжечку еще ничего. Там у меня разведчик Дмитрий, маэстро, впереди. Сказал, все, доедь до леса. Уже такого нету. Ну, грубо говоря, за Уфу уйти, начало гор, там уже сухо все. Это получается не снег идет, а просто с полей его носит. В общем, вы там, если что, переходите к нему на канал, там у него дальнобой Маэстро 23, по-моему, так. Рено Т. Вот тут мы за компанию едем, никак не это. Ну, после уже я как раз сейчас он меня подождет. Ну, перед Челябинском, там на кафешке. Соберемся в кучку, потом я завтра поменяю печку. Ну, пока буду менять, может он поедет, я его там догоню где-нибудь. Ну, чтобы время не тратить. Так что совпали, и меня раньше на день загрузили. А то так тяжело было бы в кучу собираться. В общем, поехали. Скоро Урал. Ну вот такие места, видите, вот сейчас заедем. С поля как раз метет. Ну так, в принципе, да, сдалека кажется помощнее. Ладно, удачи всем на дороге. Едем дальше. Так, вот от Уфы чутка отъехал. Что-то там вообще у нас поперек дороги кто-то в кювете. Ну реально скользко, а люди как-то, я не знаю, едут как вроде летом. Дима проехал вперед вроде. Ну вот, грубо говоря, чуть-чуть надо отойти, наверное, в район Сима. Ну, где вот этих полей нету. И дорога уже нормальная будет. Дворники такие, не знаю. Ну, все позадубело. Почему-то тут все, это более-менее. Тут вечно полстекла не подметает. Ладно, сейчас включусь, обстановку зацените. Так, уговорили встречных нас пропустить на Челябинск чуть-чуть. А так, да, с кольцата вот как раз место, видите, перемет, ну, голый лед. Как они тут... Что там, поехали на Челябинск? Как они тут, что они тут? Ну вот, гололед. Кто куда ехал, даже, наверное, непонятно, да? Капец, конечно, не дай бог, будьте аккуратны, я же говорю, вот снижайте скорость, дистанцию, там все вот эти дела. Непонятно, обгонял ли кто-то, что ли. Этот вроде точно на подъем шел с контейнером, на встречку, что ли. Ну да, авария, когда вот это случается, потом подойдешь со стороны, посмотришь и не поймешь, кто куда ехал и что делал. В общем, да. Контейнеровозики табуном. Обстановка, это начало Урала, это еще, ну считай, даже и не начался. Только от Уфы вот дорога сузилась буквально, километров 5-7 проехал. Ну может 10 там.
реверс. Тут, конечно, машин соберется. Пока не уберут, не растащат, не оформят. Ну там вроде все это живы-здоровы, гаишники там с ними общаются, с водителями, но все равно. Будьте аккуратны, в общем. Зима ошибок не прощает. Так, а тут теперь уже не метет, а именно снег пошел. Это у нас... Класс, парни, на Самару, откуда такая погода? Я, к сожалению, не ехал со стороны Самары, но, наверное, там что-то слышал в рацию, сказали, что туда закрыли вообще дорогу. А тут в рацию говорят в мою сторону, после Карпачева, да, ну это километров 80 получается, как бы типа сухо уже. Опять же, тут видите, снег пошел, откуда-то пришел. Так, что у нас по этим? Рейс у нас уже расход 29,5 с Москвы. Там постоял, тут проехал 1456, проехал 29,5. Ну, сейчас на Урале еще добавится, после Урала еще убавится. В общем, как бы это... Ну да, везде еще такая погода. Считаю, вот я с конца Платки съехал, и вот так вот все метет, то все. Это хорошо, ночью машин мало я там проехал, на стоянке не позаедешь. Сугробы, в общем. У нас февраля, в общем. Так, легковушка. Наверное, можно. Если осторожно. Ладно, это я в целом просто... Снег пошел, доложил обстановку, меняется ситуация, видите, как быстро. Тут из полей метет, и снег идет. Сейчас Сим будем подниматься, уже тогда сниму. Да уж, погодка такая, белым бело, короче. Ну, это я остановился, дворники почистил, и этот. Ну, а мы ж после реверса тронулся, и никого. Ага, вот это предупреждали. Аварийка в полосе. Встречки непонятно. А они еще вдвоем. Ну, встречки тоже куда-то делись. На Уфу идете аккуратнее, у нас тут обочина на Челябинск стоит, там могут навстречу вам выехать еще. Там можно и не оттормозиться, видимость так себе, но... Дворники такие, конечно, надо менять срочно, на что только непонятно. Я эти и брал в Вольво-центре, типа как они с этими... Ну, с омывателями. А они что-то вообще какие-то непонятные. Так, тут у нас завороты, повороты. Все, принял, спасибо. Ну, сказали, до Карпачева. А кто подскажет, до Бавлов-то движение есть или нету уже, или закрыто? Ну, слышал в рацию, что закрыли, а там не проверял. Со стороны Казани приехал. Там, где Бавлы, там как раз, да, там же вообще этот, ну, такие просторы. Метет там, наметает выше машины. Она там вот позакрывали. Как раз вот после Бавлинского кольца на Самару, там вот эти места такие. Ветродуйка.
Тут уже вроде лес, но снег пошел. Такая, в общем, дорожная обстановка. Не знаю, дворники включил на постоянку, потому что хоть что-то видно. Они останавливаются, и как-то снег налипает на вот эти полоски, что ли, которые он не прочищает. Потом намерзает на дворниках, и все, через 5 минут они ничего не снимают. Уже со стекла такое получается, размазанная вода. Так что пусть поработают, пока съемки идут. Так-то я глаза в кучу фокусирую, взгляд вдали, не обращая внимания на такие мелочи. Так, ладно, это что я снимал? Я не знаю, что снимал. Мне сказали, что-нибудь снимай. Я вот это что-нибудь заснял. Короче, скоро Сим опять в очередной раз включусь. Так, это уже всем полюбившиеся ямы перед Симом. Ну, снег вроде поменьше идет. Мы, походу, убегаем от этого снега. Потому что Дима уже там на Златоусте, там вообще все сухо. Ну, у него, считают, с Сима уже сухо было. А у нас уже снег тут. Ну, разница у нас, я не знаю, часа 4, наверное. 5, может быть. Он раньше меня на Урал заехал. Так, где мы кончились? Ну, вот это мы сейчас спускаемся и на Сим поднимемся. Горняк. Ну, я горняк, получается, он у меня скорость сейчас поддержит. Я им не торможу, не понижаю передачу, а просто, ну, чтобы не набирало. Затяжной спуск 6%, сбавь скорость, включи пониженную передачу. Выполнил. Еще до знака это все. Так, а что-то мы ехали толпой, и получается теперь сзади никого, и спереди одна машина, куда толпа вся унеслась. Видно, им ямы нипочем. Что-то я рано, да, начал снимать. До Сима еще, ну, получается, вот туда за угол, вниз, 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 потом вверх, 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 и Кропачева потом будет после Сима. Ну, не знаю, если будет место, может, надо как-нибудь там занырнуть, пойти, может, какие-нибудь бескаркасные дворники купить на грузовик, если там же все всякое для грузовиков. Что эти как бы это подзабодали дворники, но реально снег идет, ничего не видать. Внизу, ну, видимость, да, сейчас так, стекло грязное, видимости нет. Так. Тоже надо омывайки купить будет. Ну, что-то тут неудобное место для парковки, потом уезжать тяжело. Ну, если караван попадется. Что у нас уже 29,8 расход растет. Ну, за 30-ку перевалит после Урала. Потом, я думаю, вернется опять где-то в район к Новосибирску. Где-то, может, будет опять где-то 28 в этом районе. Пока, в общем, идет съемка ям. В целом, да. Тут, видать, реконструкция какая-то дороги, наверное, по документам числится, потому что ничего не делают.
спущусь тогда на подъем, как пойдем. Все равно виды из-за снега отсутствуют. Сим, в общем. И у нас вон дорога наверх туда. В белой мгле, короче, уходим в тучи. Ну тут видите уже, да. Реально мы от снега убегаем тут по суше. Еще на подъем надо это. Видите, никого нету дальше, потом просто на подъем. Впереди эта машина, еще две. Убежать. Ну или постоять потом где-нибудь, потому что мы после реверса нас всех там разбили на пачке. Я пока дворники чистил, вот это меня догнали. Те, кого из реверса выпустили. Полетели, полетели. Как-то она и не особо летит. Там поморгали что-то. А, гаишники стоят. А что, тут нельзя вторым рядом? Я что-то не знаю. Ну, не будем провоцировать их. Хотя они в нашу сторону вряд ли будут тормозить, потому что у нас, ну, в подъем как-то, не знаю. Снег идет в подъем, останавливать так себе занятие. Можно организовать парковку. Видите, по второй полосе грузовикам запрещено ехать. Получается, это если камера висит, то вот как раз как на М4 будет здесь раздавать всем привет и фотографии на память. Я чуть-чуть обгоню, получается, и все. Мам, ты вообще... Ты чё, блин, не видишь, что ли? Куда ты едешь? Красавчик вообще. Две полосы, блин. Две полосы, кого он там объезжал, непонятно. Видите, знак не зря стоит, да? Что лучше не обгонять, то лишь. Так, легковушка быстрее. Давай, тут у нас ямы. Сейчас еще кто-нибудь приколится, напротив ямы поставит этот знак грузовикам во вторую полосу. Все будут объезжать за 10 тысяч эту яму. Или сколько там сейчас. И вот Сим в белой мгле. Камера, привет. Ай, ой. Это место для стряхивания снега. Не знаю, наверное. Тут, видите, чуть намело, подбуксовывает. Но я ленивец не подымал еще. Иду так. На поддомкраченном. Ладно, не буду вот этих обгонять. Получается, это там в повороте. Чтоб как с маном не получилось. Че, вообще в полгаза еду, да и все.
ямки тут. Ну да, весна придет. Не знаю, тут надо экстренно ремонтировать. Тут канавы будут, наверное, такие уже, что легковушкам точно не поздоровится. А грузовики... Ну, как скорость медленная, в принципе, навряд ли что-то будет. Но все равно неприятненько как бы. Так, а там скотовоз атакует. Ну, тут уже сужение, так что в очередь, как говорится, на атаку становитесь. Так, ну все, это был Сим и грязное стекло. Ну, так, в принципе, на камеру вроде не сильно аж, да, бросается в глаза, что стекло такое. Ну, дворники. Сейчас сориентируюсь, если получится, может, на Карпачева зайти, походить там. Там же, как говорится, от патрона до гипсокартона все. И еще плюсом еще, наверное, что-то есть. Ладно, в общем, удачи на дорогах. О, вроде говорили, после Карпачева сухо, но тут уже, получается, снег вместе со мной заходит. Догнали группу товарищей. Раз, два, три, 4 фуры. Впереди никого. Но тут все равно как-то обгонять тяжковато, так что крадемся со скоростью потока. Там будет, по-моему, где-то 2 полосы будет, по-моему. Только где это будет? Так-то в целом дорога нормальная. Ну, чутка снега. Если добавится, наверное, может станет ненормальная. Ну, -3. Снег, как бы, для гололеда все условия соблюдены. Это сейчас, наверное, на Юрюзань подъем будет. Вопросы могут возникнуть. Вот Джинти уже на фавиках. Фавик, да, я слышал, что из всех китайцев самый топ, как говорится. А там не знаю. У него какой-то мотор свой там, на вольвовский похожий, D12. Ну, по крайней мере, цветом зеленый покрашенный. В общем, едем, да, Урал. Дима там уже запарковался, где-то перед Челябинском сбросил точку. Ну, Дмитрий, который дальнобой Маэстро 23. В общем, если что, переходите от меня, там привет передавайте к нему на канал. $220, что-то мне до него километров показывают. По местному что-то в 8:30, 9, это так. В общем, Урал штурмуем в полгаза. Колея тут такая, в общем. Что ж, прицепом по своей траектории идет. Ну, в общем, давайте, пока не стемнело, что-нибудь поснимать, что-нибудь рассказать. Ну да, так ситуация, конечно, в грузоперевозках с запада вообще не уедешь. Это я вот этот рейс заранее брал, в январе еще. А так дальше, получается, и смысл убегать сейчас на запад. Вообще просто там какая-то абсурдные какие-то цены. Ну и с востока начали падать. По факту кто, может быть, думает, ладно, поеду дешево, с востока нормально уеду. Если толпа приехала туда, цены укатали вообще. Ну это атишка, я имею в виду, я ее так смотрю. Я-то по, ну не по атишным ценам езжу, грубо говоря. Ну как, если будет еще загрузка на март, то можно, наверное, побежать на запад. Но пока тишина.
как говорится, ситуация такая. Мы падали. Потом упали на воду и начали тонуть, в общем. То хоть бы об что-нибудь твердое упали бы, да, отскочили бы куда-нибудь. Ну нифига. Тонем. Да, всех хочу поблагодарить, кто там в поддержку канала. Денег понаскидывались. Что там? Подписчики все равно. Скидывали, не скидывали. Увидите, подходите. Что, обедом угощу. Однозначно. А то я так заявил цель такой Volvo, это 780 Aero. Думаю, так примерно темпы сбора такие, что около 30 лет собирать придется. Не, ну можно, да, наверное, через 10 лет 24 года ее взять, выполнить обещание. Так что с целью сбора, конечно, загиб жесткий. Не, это можно так, конечно, объявить всероссийский день без кофе, типа. Все подписчики, грубо говоря, один день кофе не попьют, скидываю деньги, а я всех, кого встречу, тоже угощаю кофе и обедом. Как-то так. Главное, со всеми в один день не встретиться. Надо чтобы, наверное, 150 человек. Да, один раз кофеек не попили на заправке, типа того. Ну, это не сама цель бывает, это так, заявил цель. Так что это всем спасибо от души. Как говорится, я вам контент, вы мне поддержку. В общем, что получится из этого, то и получится. Как говорится, делайте, что должны, и будь, что будет. Как бы такой принцип есть еще жизненный, так что ко всему относится. Так, ну а мы пока по Уралу, в общем. Скорость 55, расход уже 30,5. Так, и мне надо будет, не знаю, у меня четвертинка. Такими темпами указывает на 400 километров. Ну, там Газпром есть за Уралом. Там, наверное, я планирую заправиться. И отсюда мне уже потом хватает в район Кемерово. Ну, из-за того, что там ровно расход маленький опять будет. Ну, он снизится, да. Примерно. Ну, я где-то к Иркутску подхожу, всегда в районе 30. Вот обратно будет такой расход. То есть он здесь сейчас вырастет, может 31 там с копейками станет. Потом упадет обратно на 28. И потом Кемеровские горки, Красноярск, там потихонечку уже на снижение не идет. А так в целом, да, я вот как-то бухгалтера просил, ну, она считает именно затраты прямые, грубо говоря, топливо и ремонты на машину. То есть резину купил, ТОшки, туда-сюда и плюс солярка. Вот получается 32,50 на каждый пройденный километр за все время, вот, грубо говоря, с нуля и было, и поехал. Это топливо и все ремонты, резина. Ну, что там еще, не знаю, может... наверное, еще дороги, Платоны там. 32,50. Ну, это с нуля машина была, считать, до 300 тысяч на гарантии. А потом я уже что-то тратил. Ну, если взять, наверное, отдельный период еще на 650 тысяч, грубо говоря, километров, то там, наверное, цифра побольше будет. Ну, соответственно, больше всяких ремонтов. Так-то я на ней... Ну, получается, много раз подушки менял на кабине, короче, если, ну, в морозы ездите, то лучше на пружинах. Я уже, наверное, в следующий раз сдамся, поставлю амортизаторы спереди, ну, потому что уже 4 раза подушки, они как тоже ценник такой, 41 тысяча, одна штука. Потом я как-то заказывал заранее, по 27, что-то такое они были. Потом мне меняли соленоид, управление горного тормоза. На передке поменял направляющие суппорта. Ну, там они не звякали, а так чуть-чуть начали. Он говорит, надо поменять заранее. Поменял. А так по машине, что еще, компрессор мне меняли по гарантии зачем-то.
фару по гарантии. Подушки, получается, раз по гарантии. И 3 раза я сам поменял передние, 1 раз задние. Сам. Уже гарантия кончилась. Задние еще как-то подольше живут. Что еще в машине-то такого? Ну меняли вот эти вот стойки стабилизатора передние, наверное. Ну, последний раз одну меняли. И рулевую тягу поменяли. Ну, да, шаровые на тягах там. И сзади, по-моему, одну стойку стабилизатора как-то делали. Ну, они так вот в районе, что-то рулевые там 1020 стоят. Это маленькая стабилизатор, это что-то 1009. Лимфердер мне ставили. Какой-то типа близкий к оригиналу. Ну, самое по качеству. Там есть вообще какие-то дешевые. Ну, как мне раз поставили подушки Сампа. Турецкие вот эти на кабину. Так я с Челябинска поехал на восток. И на обратном пути у меня уже там уже и отбойники, резинки аж поразбивало. Ну, они полностью, амортизатор вообще как его нету. Сразу отлетел. Оба, при том, что не то, что там типа один бракованный. И как-то они что-то это сказали. Ну, покупай еще подушек. И вот это я заказал, которые Монро, как типа, они же на конвейер поставляются. Вот их заранее привезли что-то по 27 тысяч. Ну и все, и все остальное. ТОшки, масло, фильтра. Вот сейчас моторчик печки. Но он молчит. Не знаю, может не менять. Все дует, работает тихо. А то прям слышно было. Ну, когда стоишь, он работает так, тыр-тыр-тыр, что-то там. Ну, какой-то посторонний звук. А сейчас вообще в идеале. Ну, будет запасной, если что, не знаю. Может, подшипники на нем как-то поменять, найти можно где-то будет. А то этот ценник 85 сработает, что-то такое. Ну, на заказ, понятно, заранее там что-то можно было, наверное, привезти. Так, и что еще? Машина. Ну да, тяги, фильтра. Тахограф недавно завыделывался. Ну, его калибранули. Он вроде как дач, ну где-то как сбой был по проводке, думали. Что-то туда-сюда все пошевелили, калибранули его, все, еду, ничего нету. Вылечился сам. Еще раз, да, проводку мне раз перетерла. Получается, вся гирлянда загорелась. В Омске я заезжал к электрикам. Получается, там в середине раме на сгибе в гофре проводка. И стоит втулка, чтобы не перетирала на этом сгибе. И получается, перетерла как раз об краешек вот этой втулки, которая стоит для того, чтобы не перетирала, в общем. Он, электрик, видно, сразу в теме был, он сразу туда полез. Сделал. Ну и раз у меня отгнил проводок, да. Вот между аккумуляторами там такая коробочка. Машина 10 дней стояла, приехала она вообще по нулям. И она после этого, кстати, забыла ключи, брелки от себя. Я потом их уже заново их там типа держишь, он там через компьютер их тик-чик увидел, они опять активизировались. А так реально провод такой толщины нормальной. Ну, куча жил, просто сгнил этой синевой в ноль. И получается, машина обесточилась. Такая спецоперация была у меня, получается, на стоячих колесах. Выдернули из-под прицепа, чтоб, ну, аккумуляторы же сзади. А так реально в этой коробке чисто, ни грязи, ни пыли, ничего нету. Ну, такого. Все провода рядом идеальные. Этот один, как этот, потерпевший, весь в синей этой наростах. Но я уже вот его был на станции, но заново разобрали, ему сделали обжимку, все поставили. Забрызгали каким-то лаком, ну, который типа воздух не допускает к контактам. В общем, мы едем пока дальше. Ну, я там клапана примерно через 2 ТО смотрю, регулирую. Вот на следующем буду. Вроде пока вопросов нету.
Масло вольвовское ВДС 4,5 лью. Ну, как положено, типа. Так, крышку снимают, там все чистенькое такое, нормально. Как бы никаких глюков у нее вообще не было. Ну, так что там по топливным фильтрам там или что-то. Ну, я топливные меняю каждый раз 40 тысяч примерно. Не дожидаюсь, пока они это мне напишут там что-нибудь. Тут вольвовский комплект, тут у меня же Евро 5 она. Коробочка, все 5 фильтров в одной коробочке. Оригинал. Масляные с топливными, короче. И я их чик все кучей. Воздушный через раз меняю, потому что каждый раз он чистый. Он и через раз как-то не особо грязный. Ну ладно, думаю, а что дожидаться, пока он там будет весь. Чумазый, тоже неохота. В общем. Оригинал тоже в Челябинске есть, что-то в районе 20-ки он стоит. И автономка у меня, вот эта жидкая, да, у меня, не знаю по какой причине, в общем, теплообменник, маленькая трещинка была, но, видать, там антифриз, то все, засралась эта горелка. А тут стоит этот випаста какая-то, что-то там про, ну, не помню, но она как самолет тоже стоит, это теплообменник с этой горелкой, 80 тысяч, там что-то ценник такой. Короче, да, так ездишь, потом что-нибудь коснешься, такие цифры, блин, там колеса по 100 тысяч уже. Ну, вроде, ну, не по 100, но 92, плюс шиномонтаж, от передковые батоны, сейчас Мишлен. Сейчас все равно, вот в этом году по-любому все колеса, ну, надо будет к осени уже все колеса должны быть новые, потому что на прицепе уже больше, там, какой я на алюминиевых дисках на прицепе уже 250 наездил, а вот эти бриджстоуны на них одевал. Ну, как бы они в принципе, новенькие почти были. Ну, чуть-чуть поезжены. Ну, где-то 300 на прицепе уже прошло. На ведущей оси там уже тоже как бы Мишлен, этот X мультигрип, он уже, ну, пока едет вроде так. Он именно, когда прям совсем зеркало, конечно, нифига. Ну, наверное, и у всех нифига. А так, по идее, более-менее она, резина пока гребет. Я нигде не стоял, ничего. В общем, на ленивце родные еще колеса, уже 650 тысяч. Тоже они все такие пожмаканные, какие-то протекторы вроде есть, но они все пожеванные, потому что, ну, поворачиваешь там где-то туда-сюда. Не, я стараюсь подымать, конечно, этот, но все равно они же, ну как, неповоротные, на них вот эти боковые нагрузки все равно влияют. Тоже по идее. В общем, приготовьте миллион называется в этом году на колеса. А расклады такие, пока вроде пределе, а что дальше будет? Ситуация-то, в принципе, в грузоперевозках. Вон даже перевозчика смотрю, он говорит, тоже лизинговые, некуда им ставить машины. Вот они уже все попросрачивали уже по 3 месяца и катаются. А что делать? Ну, они, соответственно, будут выжимать, что получится. Любые цифры, денежный поток организовать им, лишь бы не стоять, потому что эту тачку заберут. Главное, чтобы не посреди рейса где-нибудь выловили. Ну, в целом. И, наверное, у многих такая ситуация, что пока не забрали, езди, уже все понимаешь, приехали. Может, тоже так бы фактор, да, влияющий пока на то, что за любые деньги едут. Как-то я прошлый рейс туда-назад съездил, ну, получилось 1,770 за круг. Ну, по идее, на фоне всего, как бы, вроде и ничего, а как бы тенденция повторить такой результат, как бы, это, не знаю. Не, ну можно, наверное, там с востока что-нибудь такое начать, там перегрузы какие-нибудь, но мне вообще желания нету. Что-нибудь, не знаю, за рыбу тоже как-то не сильно платят. Вот эта комбинация рыба и машины
2 сверху. Но тоже за машиной сейчас уже на Москву 130. Я ни разу как бы не возил, не грузил так. Ну, сам факт, что как-то есть возможности, да, рентабельность повысить. 30 тонн рыбы и 2 машины. Что-то такое. В общем, поживем, увидим. Так-то да. Обстановка тревожная, если коротко сказать. Что происходит, все в недоумении. Но как вечером припозднишься, на стоянке места нету. В общем, как-то так. Грузовиков тьма, все куда-то едут, что-то делают. Так, канавы. Это Юрюзань мы прилетели. Ай, ой, ой, ай, ой, ай, ой, ой, ай, ой, ой, ай. Юрюзанские канавы. Ну да, уже такие прям ямы, уже этот. Если легковая машина пропустит такую, то прямо там прощай диск с колесом, наверное, будет. Так, в общем, что я там говорил? До ям. Ну в целом в грузоперевозках. Упали на воду, тонем. Помогите! Типа того. Так что да. Ну, по факту, конечно, сидя... Ну, это же не только в грузоперевозках засада. Сидя дома... Ну, как вот уже в целом вот машина есть, да. И как бы продать ее сейчас это... Ну, они никому не нужны. За шапку сухарей только что какого-то смысла нету. Вроде машина есть. Туда-сюда съездил. Вроде что-то есть, что пощупать. Понятно, что если бы она была... Ну, там, в лизинг, да, за нее платеж бы был 1 миллион, да, и получается, вроде, ну, тоже невыполнимо бы стало, так вроде вот это. Есть обязательства, понятно, не связанные с машиной какие-то, да, но такого, чтобы кто-то там бегал, у меня машину забирал, такого ж нету. Бери, работай. А дома сидеть не вариант. Так вот более-менее что-то получается, да, и все время надежда на чудо впереди. Я-то изначально машину, ну, когда брал, думал, тоже поезжу, поразведу и возьму еще машин. Ну, типа, такой бизнес-план. Потом же все пошли события такие, что желания еще машин взять вообще не возникло. Даже когда под ноль всем раздавали, ну, как-то прикидываешь все это дело, ну, не знаю. У меня что-то не это... Не возникло желания, когда вот, особенно этот маршал Белоусов, там такого, знаете, да, когда он там 100 фур за год там на доске вот это рисовал свою фин-модель. Ну, просто с первого взгляда понятно, что все, приехали на уровне еще надписей на доске. Ну, оно так и получилось по факту. Там надежда только, я же тебе говорю, это все могло вырулиться только, ну, грубо говоря, набираешь техники, этих долгов кучу. Ну, с расчетом того, что инфляция просто, ну, грубо говоря, проходит год, и из-за инфляции, как бы, тот платеж становится, ну, как бы, более-менее. Но этого не произошло. У нас, наоборот, машины подешевели, расценки в лучшем случае на месте. Такая примерно ситуация. Не настигло, короче, инфляционное ожидание нас. Ну, что, грубо говоря, рейсы ездили на восток за 1 миллион, стали бы за 1,5 ездить, типа того. Если бы так случилось, то да, в принципе, бери, что дают, и потом, как бы, через 2 года вообще за 2, типа, будет рейс в Якутию, типа. Ну, если так рассчитывать, то, наверное, оно бы, наверное, срослось. Ну, а это, может, Volvo, если бы взять, да, там, на 5 лет, и путем неимоверных трудовых подвигов, грубо говоря, ее тащить, плюс тебе инфляция помогает, как-то так. А китайца на 5 лет вот берут люди, ну это он не доедет просто 5 лет, ну это железно. Ну вот если там 200 в год пробег, китаец с пробега 1 миллион, ну да, он там 3 года поездит, может, потом вы его начнете столько ремонтировать, чтоб, ну как бы, конец лизинга, ну 3 года, ладно, вы там протянули, а
2 года остались, а машина уже все на коленях. Там заедешь на станцию, тебе напишут в рекомендациях поменять все в сборе на новую машину. Ну, потому что там, ну, нету там такого ресурса просто физически. Такие дела. Мое мнение, опять же, сугубо личное. А так, конечно, ну, сейчас лизинговые компании все равно всех не отпустят так просто. Там же в договоре все прописано. Они там себя со всех сторон прикрыли при всех возможных ситуациях. Даже вы там будете кататься, там просрочка. Они вам будут просрочку эту считать. Там он в ВТБшных договорах, по-моему, там где-то вот мне попадалось, там 0,5% в день, грубо говоря. Вот ты просрочиваешь платеж, это 180% годовых. Они, ну, некуда ставить, катайся, дорогой. Потом это вам все выкатят, юристы прибегут, набегут, придется банкротиться. Ну и как бы процедура такая, как бы никому не понравится. Вообще. Поэтому, может, да, вот как бы всякие крупные компании, у кого там закредитованность высокая, что сейчас ставку вот оставили на прежнем уровне, соответственно, ну, перекредитоваться типа дешевле не получится. Ладно бы там наметилась тенденция на снижение, ты там опять же какими-то там способами тянешь, что-то это, вопросы решаешь, потом хоп, перекредитовался на подешевле, у тебя нагрузка это снизилась, какие-то там расценки где-то увеличились, и, грубо говоря, хоть вздохнул спокойно, поехал разруливать. А по факту ситуация, там еще ЦБ нормы резервирования увеличили. Ну, то есть даже была у вас, например, кредитная линия на 10 миллионов, да, она закончилась. Вы загасили ее, чтобы опять завтра взять 10 миллионов. У вас залог оформленный в банке, все дела, да, под те 10 миллионов. Все, вы закрыли. Хотите опять взять 10, а вам говорят, а уже под ваш залог 5 вам дадим. Ну, вот это нормы резервирования СЦБ. Банкам увеличивают, они, соответственно, залоги переоценивают. Ну, как-то так, может быть, это какие-то неточности в моих выводах, но примерно, как говорится, душат, вычисляют, как говорится, неэффективных собственников. А таким темпом, если они будут продолжать, то у нас неэффективными собственниками окажутся в стране просто все поголовно. Ну да, странно. Вот даже смотришь этот вот в Казахстане Volvo центр, да? Volvo с мордой аэро, Евро 5, прошу заметить, для казахского рынка. У нее цена также там 108 тысяч евро. Ну, вот сейчас переведите, да, на евро, пусть там, грубо, на 100 рублей он сейчас там упал, да, ну, это 10 800. У дилера машина одноногая, 500-ка, ну, такой маленькая, в обычной кабине, я так понял. Та 120 стоит 121, по-моему. Ну, зайдите, он, колеса КЗ, сайт. Посмотрите, ну, может, там 12, ну, что-то такая цена, может, у нее. Лизинг у них 8%. Как бы бери, не хочу, работать. Ну, в Казахстане тоже это дорого считается. У них там такой движухи нету на такие машины, чтобы брать новые. Ну, это вот я думал, если аэро заказывать, то надо как-то заморачиваться с казахстанского рынка, выдернуть какую-нибудь двухлетнюю, чтобы она Евро 5 была, там все дела, грубо говоря, с казахстанского рынка на российский утильсбор заплатить, НДС, ну там казахский 12%, наш 20%, наверное, как-то там что-то можно зачесть, перезачесть, или в ЕАЭС, может быть, не надо НДС. Ну, я не разбирался, но сам факт, что дилерскую машину, конечно, на Россию не купишь, там они каким-то образом, ну, ограничения есть, чтобы машина не ушла в третьи страны, там за это дилер прямо бдит, у них там что-то жескач какой-то. Ну, сейчас, может, какие-то послабления начнутся. Может, и откроются у нас опять наши дилеры Volvo. Как бы в Европе в самой же тоже кризис, там эти распродажа, и машины эти стоят, никому не нужны. И даже Volvo сокращала там что-то работников.
целом, да, нам бы дали. А то мы китайцев покупаем примерно по таким ценам. Ну вот когда ажиотаж был, там что, 10 700 или 10 600, этот Шагман X6 тысяч стоил, там, блин, Volvo нулячая 500-ка 10 800. Ну, может, я там неправильно тенге это перевел, ну, короче. Ну да, может, наверное, 12 это на наши деньги, короче, будет там машина. Что немаловажно, Евро 5 сделана под наш рынок. Потому что сейчас вот то, что завозят, надо тоже внимательно смотреть вот эти. Они Евро 6 там для какого-нибудь там европейского рынка, там уже какой-то сапун с каким-то там сепаратором. Приедешь в Якутию, он перемерзнет там. Тут у меня с подогревом сапун уже хотя бы. И то я там, когда полтинник был, мороз, у меня там дежурная палка, я там хожу, смотрю. Ну, все равно, когда там за 40 надо за сапуном поглядывать. Там вроде этот штырек, он подогревается, и внутри трубки, так его видно, кончик висит. Но все равно обмерзает на стенках. Ну, там же конденсат и капает как раз на балку. С балки сосулька растет в сторону сапуна. Я там палкой дын-дын-дын-дын стучал. Так-то едешь, оно не образуется, это когда стоишь именно. Едешь там все-таки, ну, с сапуна поток теплого воздуха побольше, наверное, все оттаивает. Такие дела, короче, кучу наговорил всего. Это, как говорится, дорожный трындеж уральский. Снег что-то усиливается. Дима тут проезжал, все сухо было. Говорит, чуть за Уфу уйдешь, все сухо. Получается, я от него часа на 4, наверное, может. И все, у нас снег. Что у нас тут могут быть образоваться какие-нибудь проблемные зоны? Ладно, в общем, вечереет, темнеет уже. Всем, как говорится, еще раз спасибо за внимание, за поддержку. Будьте аккуратны, как говорится, на дороге зимой. Все, выключаюсь, потому что сейчас все равно, ну, если какая-то будет супер засада, я, конечно, засниму. Ну, предварительно, всем удачи на дорогах, в общем. Знакомая машина. Дмитрия догнал я. Ну, то есть он в засаде сидел, так бы я, наверное, не догнал. Дмитрий Маэстро. Сейчас у него, по-моему, дальнобой Маэстро 23, как-то так. Все, мы возле Челябинска. Поверните направо. Да я на месте же уже. Этот, получается, отменил электрика. Что, печка нормально шебуршит, чтобы он меня не ждал день. На обратном пути заеду, масло менять и поменяю печку эту. Ну, если навернется, конечно, тогда буду сидеть в шапке просто в машине. Ага. Проверить. Ага, опять колесо у меня это. Но я его подкачал. Ну, там кто-то сидит в нем. Подкачал, надо подкачать. Получается, его хватило на 3 дня. Все, прибыли, в общем. Конец серии. Дальше сухо было, кстати. Ну, после крайнего этого репортажа. Здесь снег, снег, снег. Меньше, меньше, меньше. Потом вообще все До конца сухо. маршрута осталось 100 метров. Какая ты упорная. Адаме. Так, это кто такой? Привет передавать будешь? Не будет. Ладно, всем удачи на дорогах.